Наш урок я хочу начать словами французского литератора и философа Клода Адриана Гельвеция. Если человек с ранних лет усвоил привычку к труду, труд ему приятен. Если же у него этой привычки нет, то лень делает труд ненавистным. Тема нашего урока – труд кормит человека. Сегодня на уроке вы научитесь составлять на основе художественного текста тонкие и толстые вопросы, различать составные глагольные и сказуемые и определять, чем они выражены. Ребята, труд кормит человека – это часть пословицы. А знаете ли вы, как она звучит полностью? Труд человека кормит, а лень портит. Сегодня на уроке мы попытаемся разобрать, как два этих противоположных понятия труд и лень влияют на образ жизни человека, на его мировоззрение, на его характер. Прослушайте рассказ Ушинского «Два плуга». Из одного и того же куска железа и в одной и той же мастерской были сделаны два плуга. Один из них попал в руки земледельца и немедленно пошел в работу, а другой долго и совершенно бесполезно провалялся в лавке купца. Случилось через несколько времени, что оба земляка опять встретились. Плуг, бывший у земледельца, блестел как серебро и был даже еще лучше, чем в то время, когда он только что вышел из мастерской. Плуг же, пролежавший без всякого дела в лавке, потемнел и покрылся ржавчиной. «Скажи, пожалуйста, отчего ты так блестишь?» – спросил заржавевший плуг у своего старого знакомца. «От труда, мой милый», – отвечал тот. «А если ты заржавел и сделался хуже, чем был, то потому, что все это время ты пролежал на боку, ничего не делая». Теперь давайте, для того, чтобы понять смысл рассказа, составим вопрос. Обратите внимание на иллюстрации к этому рассказу. Составим тонкие и толстые вопросы. Тонкие вопросы – это такие вопросы, на которые можно ответить кратко, односложно. А толстые вопросы – это вопросы, которые требуют полного, развернутого ответа. Посмотрите на таблицу и обратите внимание, при помощи каких слов можно составлять тонкие и толстые вопросы. Тонкие вопросы используем вопросительные слова «кто», «что», «как», «где», «когда». Толстые вопросы начинаются со слов «почему», «объясните почему», «как вы считаете», «как вы думаете», «в чем различие». Итак, попытайтесь составить вопросы к тексту. Я думаю, это у вас не вызовет трудностей. Ну а теперь давайте попытаемся вместе ответить на толстые вопросы. Почему плуг, который попал к земледельцу, блестел как серебро? Я уверена, что вы знаете ответ. Потому что земледелец использовал плуг для работы. Он не лежал без дела. И хозяин о нем заботился. Почему плуг, который пролежал без дела, заржавел? Ну, здесь и это понятно вам. Потому что хозяин на него не обращал внимания. Он стоял в углу, не был использован для работы и постепенно ржавел. Как вы считаете, в чем смысл рассказа? Автор хотел показать, что человек, который трудится, он становится успешным. А человек, который не трудится, ничего не делает, он угасает и ржавеет, подобно тому плугу, который был описан в рассказе. Труд человека кормит, а лень портит. Тот, кто ничего не делает, ничего не добивается. Но теперь давайте перейдем к грамматической теме нашего урока. Составное глагольное сказуемое. Вы уже знаете, что такое простое глагольное сказуемое и чем оно выражено. Сегодня мы разберем составное глагольное сказуемое. Само слово «составное» уже говорит о том, что оно состоит из двух слов. Составное глагольное сказуемое складывается из личной формы вспомогательного глагола и инфинитива. Основной смысл сказуемого заключается в неопределенной форме глагола, а глагол «связка» имеет грамматическое значение лица, вида, времени, наклонения. Обратите внимание,
Составное глагольное сказуемое – это вспомогательное слово плюс инфинитив. Еще раз напомню вам, что грамматическое значение заключено в вспомогательном глаголе. Лексическое значение имеет инфинитив. Он начал писать. Слово «начал» – вспомогательный глагол. Определяем грамматические его признаки. Это глагол прошедшего времени мужского рода. Лексическое значение заключено в слове «писать». Давайте посмотрим, чем может быть выражено и как определять вспомогательный глагол. В качестве связки используются глаголы со значением начала, продолжения и завершения действий. Это такие глаголы, как стать, начать, продолжать, продолжить, собираться и так далее. Модальные глаголы со значением желания, волеизъявления. Это такие глаголы, как хотеть, желать, уметь и так далее. Глаголы, выражающие эмоциональное состояние, бояться, стыдиться, решить, любить. Краткие имена прилагательные могут быть использованы. Слова категории состояния, некоторые безличные глаголы и имена существительные. Теперь на примере давайте на алгоритме посмотрим, как же разбирать составное глагольное сказуемое. Первое. Определяем тип сказуемого. Мы находим его составное глагольное сказуемое. Второе. Указать, чем выражена основная часть инфинитивом. Инфинитив мы определяем по вопросам, что делать, что сделать. Третье. Указать, какой формой глагола выражена вспомогательная часть. Четвертое. Определить, какое значение имеет вспомогательная часть. Попробуем теперь на примерах разобраться. Сейчас Аня начнет делать упражнения для укрепления мышц и спины. Обратите внимание, для вас подчеркнуты два глагола. Начнет – это вспомогательный, в нем заключено грамматическое значение. Мы видим, что это глагол совершенного вида. Делать – инфинитив. В нем заключено лексическое значение. Дети стали играть в жмурки. Стали – вспомогательный глагол, глагол прошедшего времени множественного числа. Играть – инфинитив. Свист продолжал звучать у нее в ушах. Вспомогательный глагол продолжал, глагол прошедшего времени мужского рода. Звучать – глагол в неопределенной форме. Дарья закончила стирать белье. Закончила – это вспомогательный глагол прошедшего времени женского рода. Стирать – инфинитив. Андрей решил поступать на исторический факультет. И здесь мы видим, что вспомогательный глагол «решил», глагол прошедшего времени мужского рода, а лексическое значение заключено в слове «поступать». Не всякий ребенок может заплакать от обиды. Здесь мы видим, что вспомогательный глагол «может», это грамматические признаки он в себе заключает, а заплакать – инфинитив. Только искренний человек умеет смеяться от души. И определяем здесь составное глагольное сказуемое «умеет», а второй глагол, основной, смеяться, инфинитив, в котором заключено лексическое значение. Итак, составное глагольное сказуемое состоит из вспомогательного глагола и инфинитива. Давайте попытаемся ответить на вопросы теста. Каким членом предложения является сказуемое? Главным, второстепенным, может быть как главным, так и второстепенным членом предложения. Ну, конечно же, сказуемое – это главный член предложения. Второй вопрос. Определите сказуемое в предложении «я учусь в школе». Я думаю, что вы догадались, так как здесь один глагол «учусь», что это простое глагольное сказуемое. Вопрос третий. Определите сказуемое в предложении «я хочу отдохнуть». Здесь у нас только подлежащее и сказуемое. И мы видим, что сказуемое составное глагольное состоит из вспомогательного и инфинитива. Каким является сказуемое в предложении «год назад я начал работать»? Составным глагольным сказуемым. Пятый вопрос. Какие компоненты выделяют в составном глагольном сказуемом? Я думаю, что вы это хорошо запомнили. Это такие компоненты: вспомогательный глагол плюс инфинитив. Итак,
ребята, сегодня мы разобрали с вами рассказ Ушинского, попытались ответить на вопросы, определить основную мысль, а также узнали, как определять составное глагольное сказуемое в предложении. Всего хорошего.